В Волжской области вдвое сократилось число граждан, нарушивших комендантский час. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 13 фактов нарушения комендантского режима. В целом обстановка была спокойной. Коменданттык саатты бузган 13 атыл кармалып. Из 13 граждан некоторые были заблудившиеся. Мы проводили их домой. Серьезных правонарушений не зафиксировано. Надо отметить, что народ стал с пониманием относиться к ситуации. Ранее было 45 задержанных, а сегодня уже 13. Люди знают и понимают, что эту болезнь можно победить, сидя дома. В ходе онлайн-брифинга Малик Нурдинов также ответил на все волнующие вопросы граждан, связанные с поставкой продовольствия через блокпосты. Постордон был процесс жөнгө салынган. Мы каждый день информируем о том, что проблем с поставками продовольствия нет и не должно быть. На пунктах пропуска эта работа уже налажена. Ни у кого нет прав ограничивать поставки продукции. Товары должны своевременно поступать населению. Военнослужащие, которые находятся на постах, осведомлены об этом. Главное — соблюдать нормы санитарии. Если будут факты нарушений со стороны сотрудников постов, вы должны обратиться в наш информационный центр. Кроме того, комендант разъяснил правила прохождения граждан через блокпосты. Расмий рухсат кагазыңыз жок, кире албайсыз. Если у вас нет специального разрешения, то вы не сможете проехать блокпост и выехать из города Ош в другой район. Несмотря на то, что на территории Каракулджинского, Узгенского, Алайского, Араванского и Чоңалайского районов чрезвычайное положение не вводилось. С 25 марта по 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалалабад Ноакатского Карасуйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалалабадской области действует режим чрезвычайного положения. Айджана Нурбекова, Бексултан Курманбек Улу, Алато 24.